По сувенирам, представленным на главной туристической улице Киева Андреевском спуске, можно изучать основные политические тренды и историю Украины. Реставратор Григорий Бедун каждые выходные выставляет здесь свою коллекцию антиквариата. Бюст Сталина у него соседствует с изображением Иисуса Христа и шкатулкой с немецкой свастикой. Я коллекционер и традиционного украинского антиквариата, и другого, потому что это не культура, это наша история, трагичная история Украины. Однако многое из того, что выставлено у Григория на продажу, попадает под запрет по новому закону о декоммунизации. Свергать памятники советского периода в Украине стали еще во времена Майдана. Тогда снесли памятник Ленину на Шевченковском бульваре. Сейчас на месте бывшего монумента пустой пьедестал, а новые украинские чиновники решили начать новую страницу украинской истории с борьбы с советским прошлым. Активно этим занимается Институт национальной памяти, офис которого, по иронии судьбы, расположился в бывшем здании советского КГБ. То, что окружает человека, так или иначе формирует и восприятие человеком действительности и в некоторой мере формирует и какие-то общественные ценности, потому что мы говорим не просто о каких-то кусках гипса, бронзы или какого-то другого материала, из которых сделал Ленин или другой вождь мирового пролетариата. Мы говорим о том, что эти памятники несут какие-то ценности, которые абсолютно противоположны тем, на которых мы хотели построить независимую Украину. До 21 февраля в Украине должны быть переименованы все старые советские названия улиц и населенных пунктов, а также демонтированы памятники советским вождям и сняты все гербы СССР. По разным подсчетам, процесс декоммунизации обойдется Украине от 200 до 600 миллионов долларов, и не у всех украинцев он находит понимание. С какой стати? Она тут все, коммунизация, все настроила. Все каналы, все фабрики, все заводы построила, теперь надо на все наплевать, чтобы казаться лучше, чем коммунисты. Фигня! У меня дедушка в ссылке был, бабушка в ссылке, все родственники в ссылке были при коммунизме. И раньше относился к нему отрицательно. Урбанисты уверены, полностью избавиться от советского наследия в городах, построенных или перестроенных при советской власти, просто невозможно. Мне кажется, что просто все переименовать и забыть, и понемножку выдергивать память о каких-то особенно трагических событиях, это неправильный подход. Нужно полностью, планомерно это изучать, издавать книги, литературу, проводить конференции. Если уже вводить цензуру, назовите ее словом цензура. Понятнее будет. А то мы говорим о том, что мы строим какое-то европейское общество, и у нас больше никогда не будет цензуры, и вводим цензуру, не называя ее цензурой. Один из самых крупных украинских художников, автор знаменитой картины «И Ленин такой молодой» Александр Ройтбурд, считает, что коммунизм полностью себя изжил, поэтому смысла запрещать советскую символику он не видит. Однако по логике закона о декоммунизации Ленин, снимающий трусы на картине Ройтбурда, может показаться кому-то достаточно соблазнительным, а значит пропагандирующим коммунизм. Хоть автор и не ставил перед собой такую задачу. Беата Бубенец, Киев, для настоящего времени.